Здравствуйте, в эфире интервью на телеканале БСТ. В эти дни в далекой Японии разворачиваются олимпийские события, и, конечно же, наша республика не осталась в стороне. Об этом мы сегодня будем говорить с министром спорта Республики Башкортостан Русланом Хабибовым. Руслан Дагирович, здравствуйте, приветствую вас. Итак, 5 спортсменов представляют Республику Башкортостан в Токио в рамках Олимпиады. Расскажите, насколько серьезно это представительство? Надо сказать, что, во-первых, все познается в сравнении. Мы прекрасно понимаем, что стать участником Олимпийских игр – это уже фактически подвиг, да, безусловно. Если в прошлых Олимпийских играх летних у нас принимало участие 4 спортсменов, да, при том, которые выступали за Республику Башкортостан, как и в параллельном зачете в том числе, там было 2 на 2, да, то в этом году у нас выступает в Олимпиаде в Токио 5 наших спортсменов, при этом это 2 наших фехтовальщика, это 2 представителя гребли и гребного слалома Алсу Миназова, наша воспитанница. Поэтому мы считаем, что это безусловно успех наших ребят. Вот, и при этом надо уже сказать, что в Токио находятся у нас как Тимур Сафин, так Аделина Загидуллина, так и Алсу Миназова. И они уже готовятся к соревнованиям. А буквально вот 30 числа, значит, 2 представителя нашей республики, которые выступают в параллельном зачете, да, это Александр Сергеев и Варвара Баранова. Они прибудут в Токио тоже для участия в Олимпийских играх. Поэтому представительство мы считаем, что хорошее, и будем болеть за наших ребят. А в предварительном списке были другие спортсмены, и можно ответить бадминтон, карате, чего не хватило ребятам? Вы знаете, система отбора по каждому виду спорта утверждается Международной Федерацией, и она достаточно разная для каждого вида спорта. Безусловно, мы болели за наших бадминтонистов, то есть быть лучшими в Европе, это не значит для вида спорта бадминтон участвовать в Олимпийских играх. Вот, немножко не хватило и нашим представителям карате, да, но еще раз хочется сказать, что на самом деле конкуренция сегодня очень серьезная, ну и ситуация непростая, да, которая сегодня складывалась в рамках и вот пандемии, которая сегодня идет, да, тех ограничений, которые сегодня существуют, в том числе в Токио. Вот, поэтому, безусловно, мы считаем, что участие 5 наших спортсменов это достойно. Наверняка анализировали, у кого из наших ребят наибольшие шансы завоевать награды. Вы знаете, мы анализировали, безусловно, и с тренерским составом, и с федерацией, да, но есть, значит, так, все-таки в спорте, да, что давайте мы не будем все-таки такие прогнозы делать, а просто расскажем на самом деле о ребятах, о том, как они готовились, потому что вот отдельно можно сказать про нашим спортсменам, которые сегодня представляют рапиру, да, это Тимур Сафин прежде всего, это наш чемпион, олимпийский чемпион 2016 года. Это в командном турнире он стал чемпионом олимпийским, мы помним, да, с Ахматхузиным, да, вот. И в личном он стал бронзовый призер. Поэтому, безусловно, очень опытный на сегодняшний день фехтовальщик, который будет выступать 1 августа в составе нашей команды. То есть вот 4 представителей, из них будет 1 наш спортсмен. Поэтому, безусловно, Тимур это тот спортсмен, который имеет огромный опыт выступления. Он на сегодняшний день заслуженный мастер спорта России. Да? Аделина Загидуллина сегодня входит в топ-10. Она фактически занимает 7 место в международном рейтинге. Значит, и безусловно, на самом деле, тоже одна из самых сильнейших фехтовальщиц вообще мира, не просто нашей страны. Но, безусловно, конечно, с учетом того, что она уже 25 июля будет выступать в личном турнире, мы будем болеть за нее. При этом она будет, значит, 1 круг она пропускает, значит, и будет участвовать во 2 круге, да, и надеемся, что у нее будет успех. Кто наши основные конкуренты? Вы знаете, безусловно, если говорить сегодня о фехтовании, то основные конкуренты это, безусловно, Италия, Франция, родина, значит, этого вида спорта, да. Это, безусловно, значит, ну, все азиатские страны сегодня. Ну и, кстати, очень сильная конкуренция непосредственно в Японии. И здесь, конечно, кстати, наша сборная, как раз мужская, да, будет выступать, вот и первая у них будет схватка с представителями Гонконга. Тоже сильнейшая школа фехтования сегодня в этой стране. Тоже будем болеть. 3 ребят на скале выступают параллельным зачетом. Давайте, во-первых, объясним для наших телезрителей, которые, может быть, не очень понимают, что это значит, что такое параллельный зачет. И еще такой вопрос.
наверняка параллельно зачетом ребята выступают, в том числе и почему, что сейчас в Башкирии нет канала, да, для гребли с соответствующим уровнем. Но были разговоры, да, что такой канал может появиться, если какие-то подвижки в этом вопросе. Да, безусловно. Прежде всего хочу сказать, что подвижки есть в решении вопроса строительства канала для гребного слалома. Он будет построен у нас в Энорсе. Строительство начнется в следующем году. В этом году мы уже подготовили всю необходимую документацию. И мало того, мы привлекли порядка 250 миллионов федеральных средств на строительство этого канала, строительство первой очереди. Безусловно, сегодня гребной слалом для нашей республики, это получается на самом деле прорыв, потому что вот представьте, всего от страны принимает участие в этом виде спорта 2 представителя, мужчина и женщина. И девушка наша, да, Алсу Миназова, та спортсменка, которая является непосредственно воспитанницей нашей школы Олимпийского резерва по гребле, значит, на байдарках и каноэ. И безусловно, то, что сегодня мы с Федерацией Российской гребного слалома на связи, и на связи с Алсу, она уже проводит тренировки, да, вот, на самом деле это очень большая гордость и это очень большой прорыв. То есть она номер 1 у нас в стране, да, и при этом, если вы помните, эту лицензию она завоевала в 2019 году. Вот. Она выступает в параллельном зачете, буквально несколько лет назад она ушла, в том числе выступать и за город Москву, но здесь, безусловно, я хочу сказать, да, то, что у нас на сегодняшний день отсутствует вообще канал, да, отсутствует такое место для проведения уже подготовки, скажем так, соревнований более высокого уровня. Безусловно, это влияет на то, что у нас сегодня ребята выступают как, значит, по гребле, как и по гребному слалому в параллельных зачетах. Потому что Александр Сергеев выступает за нашу республику с 2012 года, вот, а Варвара выступает с 2013 года. Притом Сергеев, в том числе в параллельном зачете, у них регион это Тверь, Тверская область, да, а Варвара это Ульяновская область. Притом при этом тренер, который вот Варвару тренировал там в Ульяновске, он сегодня работает и тренирует в нашей школе Олимпийского резерва по гребле на каноэ и байдарках. При этом я хочу сказать, что сегодня ведется тоже проектирование строительства центра гребного, да, на реке наша Уфа, это Белая, да, и в ближайшей перспективе, мы надеемся, 2-3 года тоже приступим к строительству и этого центра, который позволит на самом деле нашим ребятам заниматься и не уходить в параллельные зачеты. Но в любом случае параллельный зачет, он сегодня позволяет спортсменам получить поддержку, скажем так, с 2 регионов. Это прежде всего и финансовая поддержка, это и экипировка, это и обмундирование, это и оборудование, да, которое необходимо сегодня каждому спортсмену, медико-биологическое обеспечение. И давайте будем говорить здесь честно, безусловно, нам очень важно, чтобы от нашей республики выступали наши представители, наши воспитанники. Но если говорить о главном, о стране, о России, то мы, конечно, будем болеть за всех россиян, которые участвуют сегодня в Токио, и будем болеть за каждого. Так же, как мы болеем за представителей нашей республики. Ну, давайте отметим то, что у нас уже есть, например, Центр спортивной подготовки, и сейчас там проходит подготовку к Паралимпийским играм некоторые команды российские. Вы знаете, на самом деле, вот прорывной тоже для нас, скажем так, прорывной момент, это именно строительство Центра спортивной подготовки. Кстати, я хочу сказать, что вот все, кроме Варвары, являются спортсменами нашего Центра спортивной подготовки. То есть они являются спортсменами Центра спортивной подготовки, они получают там заработную плату, да, и на сегодняшний день у нас таких спортсменов порядка 200 человек, которые, фактически являются сотрудниками нашего вот такого вот крутого, на самом деле, одного из лучших центров нашей страны. То, что касается подготовки к паралимпийским нашим играм, да, я хочу сказать, что на сегодняшний день вот в предварительном, опять же, списке значится 12 наших спортсменов. Значит, это плавание, это фехтование на колясках и настольный теннис. Надеемся, что вот формируется до конца сборная нашей страны, и все наши спортсмены вот в таком количестве, 12 человек, я думаю, что попадут в состав сборной. И 25 августа по 8 сентября мы будем за них болеть. Не могу не спросить о подготовке к первенству мира по борьбе. Расскажите, что нас ждет. Вы знаете, на самом деле мы не ожидали такую востребованность этого первенства мира, потому что сегодня вот мы посмотрели в выгрузку Объединенного мира борьбы, и на сегодняшний день уже зарегистрированы команды от 54 стран.
1222 спортсмена, и мы посмотрели, проанализировали, значит, количество, от каких стран приезжают. Что самое интересное, понятно, что самая большая команда, да, это от России. Ровно 100 человек на сегодняшний день зарегистрировано, но там регистрация продолжается, да. А вот подумайте, вторая какая страна может быть? Боюсь предположить. Скажите, вот просто на бум. Франция, например. США, почти что попали в Францию, да. Значит, США 70 борцов к нам приедут. 70 борцов в Соединенных Штатах Америки, да, следующий идет у нас там Казахстан 46, да, вот, и, в том числе и Франция есть, то есть 54 страны мира, это круто, никогда мы еще такого не встречали, вот, поэтому вот буквально сегодня Ради Фаритович провел как раз заседание по этому вопросу, да, по организации, безопасности, и поставили четкие задачи. Мы будем соблюдать те же требования, что и на Олимпийских играх, для того, чтобы противодействовать, значит, коронавирусной инфекции. И на сегодняшний день у нас в этом полная, скажем так, готовность есть. При этом я хочу сказать, что с 11 августа по 23 августа это будет у нас проходить. И тот же руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Грозевич Мамиашвили, олимпийский чемпион, он к нам прилетит фактически напрямую с Токио. Вы уже затронули, да, что меры предосторожности будут соблюдаться. Какие конкретно меры? Санитарно-эпидемиологические? Соревнования будут проходить прежде всего в соответствии с регламентом, который утвержден Федерацией спортивной борьбы. У нас есть очень четкие требования со стороны Роспотребнадзора. То есть это либо наличие ПЦР-теста, да, либо это вакцинация, справка о вакцинировании, сертификат, да, либо медотвод. То есть вот эти вот три, скажем так, условия, которые будут соблюдаться. Ну и безусловно, я так даже лучше скажу, да, хорошее спортивное настроение, желание прийти поболеть за наших спортсменов. Ну что, спасибо большое, Руслан Тагирович. А я напомню, что подробнее об Олимпиаде мы поговорим в понедельник, 26 июля в 19:00, где еще раз расскажем очень подробно обо всех наших олимпийцах. Ну а этом все. До свидания. Всего доброго.